одну тему, которую нам очень часто не хватает как раз и рассматривать. В том плане, что контингент клуба мало молодых людей, пенсионеры, инвалиды, но как раз те люди, которые на сегодняшний день знают больше цену в этой жизни и больше стараются к этой жизни стремиться. Я могу еще раз напомнить вам как раз цитаты из известных вам людей. Философ Лао Цзы. Если молодые люди не знают, книга у него такая есть, 3000 лет назад сделана Дао Дэ Цзи. Там в 52-м параграфе написано: познавший людей он умен, познавший себя он просветлен, победивший людей он силен, а победивший себя он могучий. А вот суть в жизни как раз и заключается в том, чтобы себя познать и победить. Это я могу уже перекинуть на себя, потому что если бы я не пошел по другой дороге, то я бы здесь не сидел, потому что у меня есть образование и юридическое, и специальное в университете полученное журналистское в нашем университете. И тем не менее слишком мало сделал в этой жизни, хочется еще больше сделать. И хочется, чтобы у нас люди это тоже больше познали, а тут нам поможет Гёте, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. И люди, которые собираются за столом в валом парусе, это как раз люди, которые как раз стремятся больше в этой жизни сделать, познать и что-то другим людям это отдать всей душой. Потому что если посмотреть план за год, то мы выезжаем, будь это общество слепых, будь это, например, какие-нибудь пансионаты с больными людьми. Следующее заседание у нас как раз это будет посвящено 25 числа. Мы не выезжать будем, мы здесь будем встречать общество инвалидов городское. И вот как раз я прошу вас сделать подборку лучших стихов, и мы как раз обществу слепых здесь дадим вот как раз такую программу, чтобы им тоже интересно было жить. Так же, как и мы стараемся быть интересно. Не занимать место в этой жизни, а как раз искать ее, бороться за эту жизнь. К чему я это все веду? К тому, что сейчас вы увидите как раз сюжет о таком человеке, который как раз не захотел уезжать на диване, а именно старался в этой жизни что-то постичь и бороться за это. Каким образом это мне вот сказала Юля, дочь, и сказала, что это очень интересно будет здесь, в клубе. И это очень вам как раз поможет, больше придаст и сил, и прилива, душевного прилива. О чем? Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, это не лекция на самом деле, а просто рассказ. Я посчитала нужным, что и интересно рассказать вам о людях, которые имеют разные заболевания, причем довольно-таки тяжелые, которые на первый взгляд, ну, с ними вообще никак. Еле-еле живут многие с этим. А есть люди гораздо более выдающиеся, которые не сдались. Это не один человек, как сказал папа, а несколько людей. Самые-самые, такие, скажем, известные, самые выдающиеся, на мой взгляд, что ли. Начну я, пожалуй, вот с этого человека. Его зовут Мишель Петруччиани. У него наследственное генетическое заболевание. Неважно, как оно называется, но в его случае вообще это приводит к хрупкости костей. В его случае привело вот к невысокому росту. В том числе он может заболеть от легочных разных инфекций, что и случилось. Он был всего лишь 46 лет. Он умер от легочной инфекции.
Но этот человек был не так-то прост. Он мечтал с детства, он родился в музыкальной семье и мечтал с детства играть на пианино. И он это сделал. Это лучший пианист 80-х, 90-х годов. Я сама о нем недавно совершенно узнала, но, как видите, иногда мы о самых выдающихся личностях узнаем много позже. А в какой стране? Он играл, в смысле, в какой стране? Он играл много кто где. по национальности? По национальности? Ну, итальянец или Итальянец. француз? Итальянец смешанный с французским. Ну, то есть в Италии жил. Да Но он не много- российский. Нет, это, конечно, это нет. мировой обзор. Мировой, нет, это не российский. Ну, итальянец, ну. Да, его носили на руках, и часто его менеджер, который устраивал концерты, носил его в прямом смысле в чемодане. Так было экономичнее пройти в номер отеля на одного. А зовут как? Мишель Петруччиани. Ну да. Есть у него одна фотография, которая мне больше всего нравится, вот эта. Глаза такие прям выразительные. Сейчас я вам на пару минут включу, чтобы вы примерно представляли, потому что говорить можно много, а когда слышишь. Я сделаю сейчас погромче. Юля, я сделаю здесь погромче. А, добавила, да? Там, конечно, не один раз надо смотреть на то, как он играет вообще, с каким драйвом. Он импровизатор вдобавок еще. У него концерт был в Германии, огромное количество зрителей. Его первый концерт вообще в 13 лет был. 13. Вот такой вот маленький малыш. Он с таким наслаждением играл. Один из лучших джазовых исполнителей. Это уже отдельно, если там вы захотите, вы посмотрите. Я здесь просто не продолжим, потому что все равно через полчаса мы начнем. Так, ну вот это мои любимые личности. Вы, наверное, если смотрели, фильм недавно вышел «1+1» Untouchables. Смотрели. Неприкасаемые. Неприкасаемые. Вот это Смотрели. прототипы. А, Это прототипы Филипп де Коца и... Все время забываю его имя. На А. Выглядеть, хотя и как оказалось, он довольно-таки не глуп, как вот думали многие, из окружения этого богатого человека Филиппа. Ну вот так они познакомились чисто случайно, и он ему дал шанс поработать с ним, скажем так, вызов, а ты сможешь? И этот араб с туманным прошлым принял этот вызов, и они стали друзьями. Я так думаю, они в большей части родные души просто. Потому что они столько всего вместе пережили. Собственно, они и дальше потом дружить продолжали. И после знакомства с этим своим другом арабом он еще раз вторично женился, и у него дети еще родились. Его Жан-Доминик Баби. Это французский журналист, сценарист и писатель. Мало того, он являлся в одно время редактором журнала «Эль». Этот человек тоже был очень счастливым. Он считался мачо, Дон Жуаном, у него кипело все внутри. Жил двое сыновей у него прекрасных. Единственное, на матери его детей он не был женат. Ну, это уже... Так вот, что с ним случилось? С ним случился инсульт в один прекрасный момент. И он оказался парализован вообще. В один прекрасный день он впал в кому. Это так важно? 45 Ну, конечно, ну, как Вы важно. любите это Это очень важно. важно. Это важно. Юля. Нет, Конечно, важно. когда
В каком возрасте 43 парализовал? года. Чтоб себя ведь это 43. такие вот. Жан-Доминик, как его? Жан-Доминик Боби. Бобби. Добиться остаться с детства Да. или уже во взрослом Да, обществе, или у тебя уже все создано, а ты только или уже, в да. 90-е. Они собираются еще Да. что-то достичь, понимаете, Юля? А Они где собираются, у это них в планах. Платонида-то у меня ушла? Скажите, сколько лет? 43 года. Пересела. А, пересела. А по профессии кто он был? Французский журналист, А, сценарист, журналист, да, писатель. извините. Да, это редактор журнала «Эль», Да, журналист. главный редактор. Так вот, 10 дней после того, как она была уже изданной, она имела огромный успех. Невероятная. Да, через 10 дней Очевидно и он умер. невероятно. Книга о чем? По морганию. Книга о том, что... Книга Ага. называется «Скафандр и бабочка». Есть фильм. Ну, ладно, но о чем? Фильм на самом деле очень хороший. Философский какой-то. Он получил тоже много наград. Не знаю, чьи это Книга... Книга о чем? Я не Он Я не не... двигается, он не разговаривает, Так. он тоже знаками маме передает. У него интеллект сохранен, а ДЦП Ну, если превратило я его вот Но он же не просто растяжение. как он как-то называется? вот на это. вид, я вам Пальцы хочу на пальцы, сказать пальцы, человеку. На вид это Да, на вид растение. это Да, растение. это не Вот извини. знаете вы его, да? Он стихи написал, мама записала за него. А что с А печатает ногами, вот посмотрите, видите? Только Да? что. Про него сейчас тоже говорят То есть, всякое. Ирина Алексеевна, вот такое, представляете, бывает. Ну, Бывает, допустим. редко. Допустим. Это вот большое такое стремление Допустим. творить и как-то вот Нет, а я и поделиться понимаю, друг с что он другими. творил. Я понимаю, что творил. Но что и когда я записываю Ага. и А потом смотрю, Юля рядом, да, наверное, не вот сидела, потом она вам ему говорит, то, что в читаю, интернете нашла. он даже не может осмыслить то, что я ему прочитала. Как вот вы понимаете? Почему вы Как он же считаете, что видит? он не может осмыслить? Он просто парализован. У него интеллект Кроме левого работает. глаза, у него Очень все много остальное человека. работает. Значит, правое полушарие. Ну, Страны. Вот этот, который на доске, его зовут Ник Вуйчич. Ник. Он недавно, я была вот в Таиланде, он как раз, я жила на острове, а он в Бангкок прилетал. И я взяла и не поехала, все-таки надо было поехать, он как раз был в этот момент. Фотографии были. Вот, а это его подруга Беттани Хамилтон, тоже интересная личность. Сейчас я о ней скажу пару А у слов, него а потом одной уже одной про руки него нет. полностью. У него нет ни рук, ни ног, у него вместо... Вы увидите в интервью, я включу вам, оно буквально минут 9, но очень интересное. Как раз для российских телезрителей он интервью это сделал. Вот эта девочка Беттани Хамилтон, она живет с родителями на острове Кауаи. И в 13 лет она занималась всю жизнь серфингом. У нее родители серфингисты, они так познакомились, два брата, все занимаются, ну, стиль жизни такой на островах у них. Вот, она в 13 лет просто лежала на своей доске, ждала волну, выпрыгнула акула, откусила вот ее. Оно у нее потом, да. Положительный позитивный молодой человек, ему 30 лет, ему, кстати, 30. Ему говорили, что он не выживет, не проживет дольше 14. Но он вот год или, по-моему, год или два назад, он женился. Сейчас я вам покажу. Он так родился, генетическое заболевание, он родился без рук и без ног. Вот это его жена. Он встретил ее на одной из лестниц. Красавица. Ты помахала мне. Может, неправильно чувствую. Моя улыбка вдохновят вас на то, чтобы никогда не сдаваться. Оделась и ушла, вот, ну я вижу, вот. Интервью с Ником нам пришлось ждать полгода. Как получилось, что этот парень стал мировой мегазвездой, и что миллионы людей пытаются научиться у него быть счастливым? Он и сам далеко не сразу понял, что же хорошего в том, что он родился таким. Это был 1982 год. Семья ждала первенца. Исследования ультразвуком обещали здорового мальчика. Но сначала присутствовавший на родах отец увидел, как на свет появилось плечо без руки, и выбежал из родовой, чтобы жена не увидела его изменившегося лица. Потом забыли медсестры, забегали плачущие врачи и поспешили унести младенца, который, понятное дело, плакал тоже. Когда наконец вышел доктор, потрясенный отец кинулся к нему с вопросом:
Что, у него нет руки? Доктор сказал фокамелия. Ребенок рожден без рук и без ног, без каких-либо медицинских причин. Отец взял себя в руки и спросил: где мой сын? Могу ли я взглянуть на него? Ему показали. Он вернулся к маме и сказал: он красивый. Моя мама. Ей было очень тяжело в самом начале. Конечно, отец сражался. Мама не могла держать меня, кормить грудью. 4 месяца она приходила в себя. Человек. Наконец, в Индии собрал свой самый большой стадион. Одновременно 110 тысяч человек смотрели на него во все глаза. Он не может пожать никому руку. Он обнимает людей. И даже установил мировой рекорд без рук и без ног. Он обнял 1749 человек в час. Это происходит не так. Моя история, я Ник Вуйчич, никогда не сдавайтесь. Нет, совсем нет. Я думаю, одно из неверных ожиданий аудитории, перед которой я выступаю: о, это Ник Вуйчич, я никогда не буду жаловаться, потому что у меня есть руки и ноги. Но я же понимаю, что это не надежда. Ты должен жаловаться. У нас у всех свои взлеты и падения. Мы не можем сравнивать страдания. Надежда — это когда все вдруг понимают, что мы в одной лодке. Это то, что я и пытаюсь донести. Это сумасшествие. Я так устала от переезда. И на улыбку уходят все силы. Один из простых, но сложных его уроков – смеяться, когда тяжело. Свою пятку он называет окорочком. Когда дети пялятся на него на улицах и подбегают с вопросом: «Что с тобой случилось?», он хриплым голосом отвечает: «Все из-за сигарет». Авиашутки от Вуйчича – коронные номера. Он любит заходить первым на борт самолета, просит помощников уложить его на багажную полку и закрыть дверцу. Сейчас один из пассажиров ее откроет в надежде уложить свой чемодан. Стюардессы веселились как школьницы и радостно участвовали в розыгрыше, когда однажды Ник переоделся в униформу пилота, встал у трапа, встречая пассажиров такими репликами: «У нас сегодня знаменательный день. Мы впервые используем новые технологии управления самолетом. Вы не поверите, я ваш капитан». У людей вытягивались лица. Обычно в душе заглядывает он, Ник Вуйчич, но однажды с ним приключилось обратное. Ему в душу заглянула она. Я встретил свою жену в апреле 2010-го. Это было в маленькой аудитории, человек на 16. Вы, может, еще помните точное время? Да, около 7 вечера, 11 апреля. Их познакомили общие друзья. Она понятия не имела, что Ник уже богатый, знаменит, и вообще у нее был в то время бойфренд. Она просто увидела его, а он увидел ее. Так бывает. Как он потом скажет, это была связь, которая больше нас самих. Свою невероятную красавицу, что называется, живьем, он показал лишь единожды после свадьбы в знаменитой американской программе «60 минут», где Канне и Миахаре пришлось отвечать на самые откровенные вопросы о своей любви к Нику. Физические взаимоотношения – это для вас трудно? Интимный вопрос? Да. Да нет, это всех так интересует. Понимаете, да, я не могу все время держать его за руку, но я могу обнять его. У него есть все, что ему нужно. Ровно через год и один день Вы можете это сделать. Надежда творит чудеса. А потому стоит ли удивляться, что в его личном шкафу уже много лет стоит пара ботинок. Анна Нельсон, Борис Леонов, Юлия Заграничного, Первый канал, США, Калифорния. Спасибо. Собственно, у меня был еще один ролик, но, к сожалению, его никак не... Вы нам не его оставьте подключить. закладку. Он из фильма «Амели», там, когда она подготовила... Сейчас, из фильма молодежного «Шаг вперед», вторая часть, вот там была одна такая фраза: «Не важно, кто ты и где ты, важно, что у тебя есть и как ты этим пользуешься». Этим людям Бог решил пошутить и дал килограмм лимона, они из него сделали лимонад себе. И вот они жили, кто-то до сих пор живет и счастливый. Собственно, вывод... Тому, что мы увидели. Есть такой поэт Йоханнес Беккер. Вот какие он слова сказал. Красиво жить не просто звук пустой. Лишь тот,
кто в мире красоту умножил, трудом, борьбой, тот жизнь красиво прожил. Воистину увенчан красотой. Спасибо большое. Познавательно очень, трогательно.